Профилактика правонарушений, работа с потребителями энергоресурсов. Глава региона положительно оценил деятельность Совета ТЭИПов. Минимизировать последствия возможных наводнений в селе Барсуки ведется реконструкция береговой линии реки Назранка. От топота копыт пыль по полю летит. Конные скачки прошли в Малгобекском районе. Результаты соревнований озвучит наш корреспондент. На телеканале Ингушетия информационная программа «Новости 24». Здравствуйте. Платежную дисциплину населения, ход мероприятий по установке учетного оборудования руководитель субъекта обсудил сегодня с генеральным директором компании «Газпром» Межрегионгаз Назрани Михаилом Ерехиным, курирующими это направление вице-премьером Багаудином Аздоевым и помощником-советником Баширом Бузуртановым. Глава республики поручил вместе с представителями муниципальных властей и общественников проводить разъяснительные беседы с теми, кто отказывается устанавливать в своем домовладении счетчики. Несмотря на то, что процент установленного оборудования около 70, в кратчайшие сроки необходимо завершить эту работу и навести порядок в электронной базе данных. Глава региона встретился с представителями Совета ТЭИПов. Юнусбек Евкуров отметил вклад старейшин в проведение профилактических мероприятий. Это касается работы по улучшению коммунальной дисциплины, профилактики различных правонарушений. Подробности у нашего корреспондента. О работе Совета ТЭИПов за 10 месяцев 2017 года проинформировал председатель Совета ТЭИПов при главе Ингушетии Аюб Мациев. Он сообщил, что совместно с Советом безопасности, религиозным управлением, главами муниципальных образований с привлечением общественных и религиозных авторитетов проводилась работа по примирению с 8 семей, враждующих на основе кровной мести. Рассмотрены на этих заседаниях 152 вопроса политического, экономического характера, межнациональных, межконфессиональных отношений и толерантности. Совместно с администрацией главы республики, Советом безопасности, религиозным управлением, главами муниципальных образований, привлечением общественных религиозных авторитетов занимались примирением враждующих сторон, в том числе кровной мести 18 случаев, разрешение примирения конфликтующих ситуаций, недвижимости, бытовых хозяйственных споров 17 раз, умыкание девушек 3 раза. В текущем году, в год экологии, совместно Комитета по экологии республики постоянно выезжали в осмотр проблемных участков. В результате 3 рассматривали эти вопросы у себя на заседании президиума. Приоритетом в текущий год была работа с молодежью по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Глава региона отметил, что организация объединяет авторитетных представителей ингушских ТЭИПов. По его словам, это важный институт нашего общества, готовый продолжить общую работу по разрешению конфликтов и ситуаций, к сожалению, имеющих место в нашем регионе. إما موقتي قبرش ما اسمه قمع جديد ساتيكش. но قمع المشتت سخاش تولك حلقة إيش قمع جديد سدار دوتش خندار بحنش خندر حلقة هنزا مست نو زمن شو وقت شو سخاش تولك إيش تولك نو تشاتشو أول ميرشك في حرم ده وانت غنا إيرن سويشاني أنت ميرشك يعرف فيال ده ميرشك اللي ميرش واتر ملف هنسون ميرش واتر ملف وين يقي ميرش واتر سقيبين وين يقي ميرش واتر حقوق ودالت مدالت بحبولش شرلي وحمد لله أتوقع من ميرش واتر بيتي كلك بيهدر عداو وين ميرش واتر سقوات وغازت داس غازت داس حنا قامت داس حنا ديوي ما هو ميرش واتر شو بلقى اسقمر دوتس اس ادل بولخ ميرش بولش بيركتي بولش قمن بولش تسابازيتي شالا позиции كذا شو قمنا دادول ده يقي عن حنو صبر ديلش بوصل بسقمو كرست بي شات سؤال المرحمدات شغل ويقتش خبز محمد قال كما سدانتس تموش حماج ناق دادوس ديز حياه ديش اشناخ قرقه دوس ديز قمل قيت بوش دوس ديز قمل تصور ديش اشتقو شي قيتر بحنتي بوش ناخ قيت بوش قيتس ناخ قيتس
قارجها دحر سحر примеры ждешь хамялыш. Прежде всего, по словам главы, нужно продолжать работать в том же направлении, уделяя самое пристальное внимание сфере духовно-нравственного развития народа, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к родине, обеспечению общественно-политической и социальной стабильности в регионе. Нага якать имокр ирштол же, муада халлам галаштол Мухаммаш. Тигачу болби безвай. Санханна тича хачбага, ахиша, документаж дядя. Даже ходай бяжда, я же с одной стороны. Но с другой стороны, законы ярды, цуган дишёж да, адул санки адул дишёж да, но цуган адул цихалра хадят сарис. Законы таган заповедники, кадал хамды, законы ёх, жба дишёж бастич. Тиш хам ирш хамаж дуахтик. Қаллам дуахтик и авудош хамажиш. Аз халқы ягат, тихи ягат, жгала, жлам, вай мохкр, вай камынды. И تانا تغالش بيعة تحتيب داجة أخوش بيحتاج تحتيب لنا دوش تحتيب تام فاميلنا أخوش بيحتاج دينش موت كتو جات حلق موت تو جيز سو بول بس اسمه بروتوكول أجرايا أوتيا سويت تيب في رابطة جروبية قيلا بي تيب نيق بولناخ أي عندك بتشش دال عندنا ريشني خديو داو مسني تجبارشان ريشني سودا ريشني غلاش لقيت سلامش كمال واسقة وعار وقبه. نو تيجي از ان لات زي خمسة قبيتي تيجي حد يعرج به قدر حد يعرج به ويا باغج بمغ قد على به لبات سار يغر هذا قلت حاجة وقص قلخ باغم بيوالي هذا شيء دوغن يلدرج به يرقون وقلخ لات ملده تن باغم ميتب اللي بيجي اشتا ملده شكل أخذ كله إيش باش إيش متيج بخسر كلش ياسر كلش إيش مرواس دوغن نجلي وديش أو كله بحاسك دقم بيه أخذ أجمع شيء أخذ كلش دوغن جلي ودي حمل ودي بول بيه بس حرب يا حمل داتي على إسخاشته حمل جد بزاكونه даже законов даже كلش سك حم حياة بلي تيج Руководитель субъекта отметил важность проведения разъяснительных бесед среди тейпов. Озвучивались такие темы, как своевременная оплата потребителями коммунальных услуг, профилактика различных правонарушений, сохранение зоны музея-заповедника в Джайрасском районе. У преступника нет национальности, есть национальность. Камен бяга быж, тайпаш долж быж. Но живой мостер больше щеку яц. Мостер больше мостер ханда багапыш. Ханяж мостер битери фашисты жму бяка. Бон сам мостер бяка. Чек дани болбыш лат кегина там уж ходу быж. Ца первый вагар уж дахка шала варгел дахка нар ялхити. Кола винеры барикешна хагу баншылты ха. صار بلان مش خلينا حالي تجار حدود شمدي درجة برجش حقول بنش تيقي بان شيء بيجيبوا رجزاك يقيت قال وينر دق مش ماستر بيت بي يا رقون ربق مش تخلص ما هو تاخ وش بيتي ماستر ما هو ماستر تاخ ديربه وممكن ما ماستر برج نو تايباش دولش دبرش داي بولش برش دق صار داي مو بقى شلون مشوب ترديا тем более мы были еще مش بربري. Так указы уж. Цепь на цакамел дустец уж. В конце встречи глава Ингушетии резюмировал, что перед обществом стоят очень важные задачи, от качественного решения которых зависит сохранение и укрепление нашей самобытной культуры и государственности. Зелимхан Калоев, Новости 24. Сегодня первый день священного месяца Мавлид. В этот период родился последний посланник Аллаха, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует. Наступил третий месяц мусульманского лунного календаря, который является одним из самых значимых для верующих. Он знаменателен и тем, что в этом месяце состоялась хиджа пророка в Медину. Весь этот месяц мусульмане с усердием прославляют пророка, мир ему. Собираются для изучения жизни и деятельности посланника, читают мавлиды, раздают милостиню и проводят как можно больше времени за молитвой.
وين بلغل ده قاخن دولش دو حماج دوتر اشت وين ده واجب دولش قاستا وبيتشو عندي المتك وين مخ ليلي جولش وين مخ مولد بيمر خستوش دي هنا ناخ جماعة توابش قولك جولش ساغاج لدولش مسكش ناخ ده ساغاج لدولش وين مخ كوشت قش بيت المارهي بوت طبيعتش غربن بوت طبيعتش وين مخ جتر دي هنا وبيتت ليرخن بيج بوت بير. Сегодня День ракетных войск и артиллерии. Этот праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1944 году. Дата 19 ноября была выбрана по следующей причине. В этот день, в 1942 году, с мощной артиллерийской подготовки Красной Армии началась операция «Уран». Советское контрнаступление в ходе Сталинградской битвы, начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. С 1964 года праздник отмечался как День ракетных войск и артиллерии. Он отмечается во всех ракетных и артиллерийских частях ВС России. Ежегодно в этот день в Александровском саду в Москве проходит торжественная церемония возложения венков и к могиле неизвестного солдата и памятному знаку «Город-герой Сталинград». Выявлять в селе Барсуки ведутся работы по укреплению русла реки Назранка. Таким образом удастся минимизировать последствия возможных наводнений. Реконструкция береговой линии продлится до конца текущего месяца. Материал нашего корреспондента. Шум тяжелой техники в районе реки Назранка в другое время заставил бы местных жителей обратиться с недовольством строителям. Но не в этот раз. Конечного результата от этих работ ждут все. На этот год было запланировано строительство 853 метров берегозащитного объекта. Рабочие трудятся здесь уже третий месяц. Начали с подготовительных работ, то есть вывезли грунт, провели культурно-технические работы, а после этого начали сооружение основания. Далее вывод вверх стенки. Сетки укладываются вдоль берега, и туда укладывается булыжник. Это делается для того, чтобы предотвратить подмыв самого это сооружения, самой этой стенки. Работы все проводились в таких стесненных условиях, при интенсивной откачке воды. Чтобы сохранить эту проектную марку, мы применили более, если сказать попроще, более крепкий материал. Основная часть работ уже позади. Сейчас идет работа по подготовлению русла реки. Осталось вывести грунт, которым мы сейчас, как вы видите, в русле реки мы сейчас работаем, вывозим грунт из русла реки. Это место располагается недалеко от федеральной трассы, всего в нескольких минутах езды. После укрепления берегов реки местные власти планируют разбить здесь уголок для отдыхающих. Уже закупили деревья на посадку. Вот, хотим разбить парк. И тут рядом находится родник, где хотим тоже устроить его тоже нормально, так как положено все. Благодаря укреплению русла удастся минимизировать последствия возможных наводнений. Все работы планируется сдать 25 ноября. Мака Кельматова, Майербек Межоев, Новости 24. Глава Ингушетии по приглашению руководителя Северной Осетии Вячеслава Бейтарова побывал на открытии международного турнира по вольной борьбе, который впервые проходит во Владикавказе. Юнусбек Евкоров отметил, что спортивные мероприятия на Кавказе показывают не только мастерство спортсменов, но также культуру и традиции народов. Он пожелал всем участникам ярких побед, а турнира успешного будущего. По словам организаторов, в соревнованиях принимают участие борцы из 12 стран, включая представителей России. Турнир продлится 2 дня. За это время будут определены имена сильнейших спортсменов. Проблемы, волнующие молодежь. В Магасе прошел фестиваль «Мир через призму добра». Его участники готовили видеоматериалы про экстремизм и высокую аварийность на дорогах. Лучшие ролики будут отбирать сотрудники Миннации, опытные фотографы и телевизионщики. Слово Индире Манкиевой. Мир через призму добра. Цель фестиваля – участие молодежи в процессе становления спокойствия и справедливости во всем мире. Молодые люди из разных регионов СКФО прислали свои видеоролики, в которых затрагивают самые актуальные темы молодежи – терроризм, экстремизм, аварии на дорогах и также бытовые проблемы. Ученица 3-й школы Икажева Заида Муталиева уже 2-й год представляет на фестивале команду самых молодых участниц. Мы сняли видеоролик по направлению «Бытовая ссора», так как мы считаем, что в первую очередь в конфликте, в бытовой ссоре страдают дети. Команда наша называется «Голос современности», и мы как и в прошлом году, так и в этом году принимаем участие в этом фестивале, и единственные школьники, хочу сказать, среди учащихся.
Участники из Чеченской республики представляют на суд зрителей видеоролик, где призывают молодежь сказать «нет терроризму». Молодые люди уверены, что эту проблему Северокавказские республики должны решить вместе и сообща. Молодежь нужно держать под особым контролем. И здесь речь идет не о каких-либо запретах. Наоборот, каждый день доступным языком нужно объяснять, что террор – зло. Так как терроризм и экстремизм является глобальной проблемой среди молодежи. Именно исходя из этого мы выбрали эту тему и довести до каждого человека, что экстремизм и терроризм не должно быть на территории наших республик. И один из лучших видеоматериалов про терроризм презентовали дагестанцы. Приехать у молодых людей не получилось. Вместо этого отправили видеообращение. Терроризм больно ударил по нашим регионам, по Кавказу в целом. И подобный продукт, вообще возвращение истории человека, который после определенной террористической деятельности решил вернуться, исправить свою жизнь, исправить самому. Вообще история была взята не случайно. Мы хотели показать, что есть путь назад, есть путь обратно. Можно всегда раскаяться. Если на человека нет крови, то он может быть адаптирован к мирной жизни и можно вернуться к мирной жизни. Частые ДТП, десятки покалеченных и погибших. Фотограф Заур Плиев обозначает проблему, которая стоит в республике особенно остро. Отношения между водителями и пешеходами. Парень уверен, что статистика ДТП сократится, когда стороны научатся уважать друг друга. Я просто очень прошу наших водителей, конечно, я, конечно, сам не за рулем, я по большей части пешеход, чтобы они помедленнее ездили. Фестиваль проходит в республике во второй раз. В этом году 7 команд представляют короткометражки на разные темы. Молодежное правительство республики выступает организатором конкурса совместно с фондом «Генезис». Фестиваль позволяет изучить проблемы общества изнутри и придумать способы их решения. На сегодняшний день в нашем мире очень много конфликтных ситуаций, начиная от терроризма, заканчивая простыми бытовыми ссорами дома. И наши участники выделяют эти проблемы, они для них на самом деле актуальны, и они предлагают решение этих проблем. Можно любую ситуацию, любую конфликтную ситуацию абсолютно решить мирно, чтобы не пострадали этого люди, чтобы не было необратимых последствий. Главное – найти к человеку нужный подход. Лучшие видеоролики будут отбирать сотрудники Миннаца, опытные фотографы и телевизионщики. По мнению членов жюри, большой плюс фестиваля заключается в том, что молодежь сама обозначает проблему. Это говорит о неравнодушии молодых. Есть такое понятие, как, можно сказать, как конфликт поколений, да, постоянно есть такое, нет, наоборот, взаимопонимания между старшим и младшим поколению. Поэтому, когда вот такие вопросы поднимаются именно вот молодежи это намного эффективнее. Это дает лучший результат, потому что они говорят уже на своем языке. Они обращаются к своим сверстникам. У них практически одно понимание. Руководитель фонда «Генезис» отметил, что фестиваль учит добру, которое побуждает быть правильным и полезным для семьи, друзей и общества. Любая тема возникает на уровне какого-то запроса. Сегодняшний запрос и дух времени требует, чтобы именно мы вспоминали ежедневно, да, что такое добро и творение добра. Да, научили, на своем опыте показали, да, что творить добро – это самое главное в нашей жизни. Для участников фестиваля также устроили небольшой тренинг, посвященный толерантности. В триумфальном ритуале римских полководцев вручали, и глашатай озвучивал триумфатору: «Помни, что ты только человек». А в закреплении материала ребятам дали задание – нарисовать эмблему толерантности, показать, с чем у молодых ассоциируется это слово. Мы представили тут землю, как вы поняли, да? И дело в том, что земля – это и есть толерантность. Подводя итоги фестиваля, победителей наградили ценными призами. Индира Манкива, Тимур Карахоев, Новости 24. В Малгобекском районе прошли конные скачки, посвященные Дню памяти погибших сотрудников при исполнении служебного долга. Инициатор клуб «Всадник Ингушетии» ЛОМ мероприятию планирует придать статус ежегодного. В общей сложности состоялось 4 заезда по разным дистанциям. Репортаж Залимхана Калоева. Всего же в первом заезде принимает участие свыше 10 лошадей, а чей конь окажется резвее, узнаем после финального заезда. Отчет до 3 и старт. Ближайшие несколько сотен метров для жокея нет ничего, кроме своего скакуна и дороги. В первом заезде участники должны постараться пройти быстрее остальных дистанцию в 1200 метров. Несколько минут и определился сильнейший в первом забеге. Лошадью управляет умелец, который отдал своему хобби более 10 лет. Халималав оказалась быстрой и послушной, делится всадник Адам Шагенов. Поехал, выиграл. Как было хорошее. Вообще спокойно ехал по себе.
также не напрягаясь выиграла. Погода неплохая, дождя нету, хорошо. Конные скачки – это невероятный адреналин, который получают всадники во время заезда, а для новичков это чувство страха, ведь лошади невероятно непредсказуемые существа, но страх, как говорится, всегда оправдан. Пока одни соревнуются, другие только готовят своих лошадей. Иса Бахмурзиев волнуется за свою лошадь, поскольку управляет он ею не так давно. Животное очень капризно, но несмотря на это, уступать своим соперникам они не намерены. Заезд 1600 лет, достойный горжидик, хайвали озмешки, да, мугла, шуруздар халхаки. Сагор шушу ахшидяни, нальчики, шо старт تيجي ويحكي طيب ليش نتقاطع في السدايا صرت خلاص شو قدام скачки أنا что حيوالي особо не подготовили. Эти скачки посвящены памяти героически погибших при исполнении своих должностных обязанностей сотрудников внутренних дел, в память о которых старейшины прочитали Маулид. Организаторы акции надеются, что скачки памяти сотрудников станут ежегодными. Администрация Малгобекского района она организована в честь погибших сотрудников при исполнении служебного долга. Я надеюсь, что такие скачки, такие спортивные мероприятия будут проводиться и дальше. Конечно, во-первых, это праздник для жителей Малгобекского района. По таким спортивным мероприятиям они соскучились. Здесь в Малгобекском районе у нас они проходят не так уж часто. Клуб садники был, بين كيش ساتون كيش حامر تام بسفتي ده دوق كي جناه ميمي دوق أنت ميمي ما قدرنا دمهان يا جوي بوي وين قمن إيش خن بريتشيس ده هقول من شلون بريتشيس ده وقوات ده توا دوق كي جناه وين نقي خن وين بوز بيز بيسرق أستاذ سان بسفتي ده يجر وين صار حامر سكاش كمية برياتي سان دوق ساخد. Для сотрудников внутренних дел Ингушетии это событие особенно значимо. Эта акция пусть и не совсем обычная, но протест терроризму. Скачки и здоровый образ жизни – это знак того, что ингуши чтят память погибших сотрудников и готовы только к созиданию на родной земле. Организовано очень хорошо, честно сказать. Они первый раз проводятся на моей памяти. Надеюсь, что они будут каждый год проводиться. И хотелось бы поблагодарить всех, кто это организовал. Впрочем, зрителей и болельщиков тут, несмотря на холод, много. Магомед Картоев, услышав о таком мероприятии, приехал в Малгобекский район из Икажева и привез с собой внука, который очень любит лошадей. Я заньгу чанен зади горус хама интерес ёрден сюда хавале горус хок мен вуксоян оян таянусу элик харса ба машин жвашкиеттиш наха доқ зенеждер нах белгыбеш милициан машинжди яслил чул оқс качкажир вашақитер дел хавер молт дешер дерги остагын дятагар бейниш наха милициянерште сага дятагар аллах оши дикас бихм болбаган. В следующем заезде жокеям предстоит пройти дистанцию уже в 1600 метров и выложиться по максимуму. Первым к финишу приходит лошадь Чапанова Багаудина, вторым Хамзата Героева. Хамзат Героев на скачках местного уровня стал популярной личностью. Успех ему обеспечивает его лошадь по кличке Грант. Молодой человек не раз занимал первые места на подобных скачках. Правда, на этот раз за ним второе место. По словам наездника, победителями не стали из-за длительного отдыха лошади. О зрелищности этого вида спорта и значимости данного мероприятия можно говорить долго, а здоровье жокеев можно только позавидовать. Ведь езда верхом влияет на укрепление позвоночника, благоприятно воздействует на нервную и дыхательную систему. Зелимхан Калоев, Хаваш Гойгов, Новости 24. В последнее время дзюдо стало необыкновенно популярным видом спорта. Причина тому не только успехи наших дзюдоистов на международных соревнованиях, но и притягательная сила искусства дзюдо. Наши земляки, проживающие в Финляндии, открыли свой клуб «Магас». От его имени успешно выступает на различных соревнованиях. Слово Лели Гайсановой.
Дзюдо – честный и здоровый спорт, требующий больше сноровки и ловкости, чем физической силы. Им нельзя заниматься без умения владеть собой, смелости и отваги. Эти качества тренер дзюдо-клуба «Магаз», мастер спорта Зелимхан Цалоев старается на каждой тренировке прививать своим воспитанникам. Но есть еще кое-что, о чем эти ребята не должны забывать. Тренировки проводят 3 раза в неделю. Ребята стараются, тренируются. Мы их учим уважению взрослым, слушаться, вести себя также соответственно на улице, в школах. И также серьезно относиться ко всем своим начинаниям. Не только в дзюдо, но и в делах в общем. Знали, кто они, знали, откуда они, чтобы они не забывали свои корни. Одно из положительных качеств единоборства – отсутствие агрессии. Эти эмоции полностью заменяются духом соперничества и стремлением к победе в честном поединке. В Финляндии проходят открытые турниры по дзюдо Шаэла Пентранта. И недавно борец из клуба «Магаз» на нем выиграл сразу 2 первых места, выступив в 2 весовых категориях – 25 и до 29 килограмм. Победителем среди юниоров стал Самир Балаев, одержав победу в 6 схватках. 2 года я участвовал в 25 соревнованиях. 17 раз я занял 1 место, 6 раз занял 2 место, а 2 раза занял 3 место. Дзюдо второй после футбола самый популярный вид спорта в мире. На Земле насчитывается около 28 миллионов дзюдоистов. И одними из лучших среди них считаются наши земляки, которые, безусловно, являются примером для подрастающего поколения. Мне нравится бороться, нравится соревноваться. Здесь я вижу своих друзей. Я хочу научиться технично бороться, чтобы стать олимпийским чемпионом. Идея открыть клуб у руководителя школы Руслана Аушева возникла из-за того, что в Финляндии проживает большое количество наших земляков, чтобы они вместе могли полезно проводить свое время. Открылись мы 2 года назад, тогда у нас занимались около 10 детей. Сегодня у нас их уже около 40. С первого же сезона наши дети уверенно показали себя на соревнованиях, выиграли годовой турнир среди начинающих. Недавно в городе Ариматила состоялся еще один турнир для юниоров, где дзюдо-клуб представлял Мухаммед Балаев. Он получил приз за лучшее выступление в 2 весовых категориях – до 9 и 11 лет. В Финляндии есть не только дзюдоисты из Ингушетии, но и борцы. 2 брата Абдурахим и Сайфулла Тибоевы занимают лидирующие позиции в своих весовых категориях. Возможно, очень скоро за всех этих ребят вся Ингушетия будет болеть и переживать уже на международных турнирах, так же, как и за знаменитых спортсменов Калоя Картоева, Магомеда Мусаева и многих других. Лейла Гайсанова, Новости 24. Такой была информационная картина уходящего дня. Всего доброго.